Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В эти дни в республике проходит традиционная конференция-конкурс молодых исследователей имени Владимира Ларионова «Шаг в будущее». Масштабная научная конференция проводится уже в 25-й раз, и это самая значимая площадка для презентации результатов исследовательской и проектной деятельности школьников Якутии. О том, какой интерес к науке проявляют современные школьники и какие интересные проекты представляют, мы спросим у доктора технических наук, профессора, академика Академии наук Якутии, председателя секции химические науки Айталины Охлопковой. Айталина Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Наступивший год в нашей стране объявлен годом науки и технологий, и вы, как ученый, наверняка рады этой новости. Да, я, конечно, рада такой новости. И уже нужно сказать, что сформирована программа, подписанная председателем правительства Российской Федерации Мишустиным, программа фундаментальных исследований до 2030 года. И нужно сказать, что здесь есть свои особые нюансы и критерии исследований, фундаментальных исследований, на которые будет направлена наша деятельность. И в первую очередь мне хотелось бы отметить, что здесь будут разработаны системы, которые будут обеспечивать реализацию научных разработок и внедрение их в бизнес-сообщество, в промышленность. И вот если это действительно будет реализовано, то это очень большой шаг. Потому что мы все знаем, что вот от научных разработок, это не только в нашей стране, во многих странах, до реальной реализации, до внедрения в промышленность всегда очень и очень долгий путь. Кроме того, радует нас, как химиков, что в этой программе фундаментальных исследований и звучат наши научные направления, такие как нанотехнологии. Поэтому от этого года я жду очень больших таких планов. Я больше чем уверен, что ваши ожидания оправдаются с лихвой. Недавно была озвучена информация о том, что лишь около 10% студентов высших учебных заведений в стране связывают свою жизнь с наукой. Скажите, у нас в Якутии эти показатели отличаются? Все-таки у нас с наукой детей знакомят со школьного возраста, и большая заслуга в этом именно конференции «Шаг в будущее». Действительно, вот в последние годы наметилась такая тенденция, что наши молодые специалисты, молодежь после окончания вуза выбирают не обязательно научную деятельность. Многие заинтересованы в том, чтобы сразу реализовать себя в промышленности, идут в производство. Но это очень неплохо. Но то, что у нас есть вот такая конференция, широкомасштабная, хорошо организованная, когда школьники, молодежь наша с самых юных лет привлекаются к научной деятельности, это тоже откладывает свой отпечаток. И нужно сказать, вот, что касается наших студентов-химиков, которые заканчивают Северо-Восточный федеральный университет, вот в этом году, значит, у нас было 43% выпускников выбрали научную деятельность и были распределены в академические институты. И поэтому те школьники, которые работают в наших лабораториях, выполняют свои научные проекты при консультировании, при обсуждении и с нашими учеными. Мы проводим очень много вебинаров и для учителей, и для школьников, различные курсы, которые посещают многие наши улусы. В этом смысле, конечно, хочется сказать, что молодой человек, который выбирает уже с юных лет вот такую стезю научную, не совсем она, конечно же, покрыта лаврами, не всегда бывает. Бывают свои трудности, бывают свои и ухабы, и ошибки, но тем не менее, когда у человека молодого горит свет в глазах, есть огонек, интерес. И, конечно же, такой ребенок, он в дальнейшем связывает судьбу с научной деятельностью.
Год прошедший, безусловно, выдался непростым из-за введенных ограничений в связи с пандемией, в том числе и в плане исследовательской работы для ученых. Скажите, с какими трудностями столкнулись участники и эксперты «Шаг в будущее» в этом году? В этом году особых затруднений не было. Я вот даже удивилась этому, потому что участвовали разные улусы, в том числе северные улусы, заречные улусы. И буквально все они были подключены. И связь, вот я просто удивилась и хочу поблагодарить всех организаторов этой конференции, какой они провели монументальный труд. Так что у нас были ссылки, мы могли заранее посмотреть эти проекты. Ну, кроме того, все участвовали. Вот у нас число участников, оно увеличилось в этом году. Всего было 54 участника. Из них 33 участника в старшей группе, остальные в младшей лиге. И не было вообще проблем. Вот, даже удаленные районы, все дети смогли очень хорошо подключиться. Это нисколько не помешало вот нашей конференции при проведении экспертизы этих работ. Кроме того, я еще была приятно удивлена тому, что, несмотря на то, что год действительно был сложным, а вы знаете, что химия, хотя я всегда говорю, химия – это драйвер экономики, так, но тем не менее, ведь химия – это экспериментальная наука. И обязательным элементом в наших проектах является, конечно, химический эксперимент. И тем не менее, несмотря вот на удаленность, на дистанционную форму обучения, получены прекрасные результаты, которые ребята рассказывали вот здесь. На хорошем уровне, иногда даже на очень высоком уровне, выполнена экспериментальная работа. Вот что я хотела бы отметить для этого года. Скажите, а повлиял ли вот такой онлайн-формат конференции на качество именно докладов в этом году? И какие интересные работы нынешней конференции вы бы могли отметить? Ну вот я уже отметила, что наоборот мне этот формат очень понравился, онлайн. Почему он мне понравился? Значит, положительными сторонами является то, что абсолютно все ребята смогли принять участие. Ведь иногда бывали такие случаи, что в связи с удаленностью, отсутствием финансирования ребенок затруднялся приехать сюда, чтобы выступить очно, защитить свой проект. В этом году все абсолютно участники, они приняли участие. При этом нужно сказать, что и финансовая сторона, конечно, играет очень большую роль, что и для родителей, для школ, для муниципальных образований, конечно, это и есть положительный фактор. И вот одна работа только с Верхоянского улуса, девочка, она не смогла подключиться дистанционно к нашей конференции. Но, как я уже говорила, в параллели все они выложили видеоролики, и мы смогли оценить эту работу по видеофильму, который она представила на Ютубе. Поэтому вот скажу, что хочу еще раз поблагодарить всех организаторов за высокий профессионализм, как они смогли хорошо так организовать, потому что в этом же году было более 1600 научных проектов. Вот. То есть запараллелить и организовать конференцию многочисленных секций, подсекций, сессионные залы мы делили, вот, чтобы быстрее организовать, качественно, чтобы повысить уровень обсуждения с проектантами и их исследований. Но помимо всего этого, еще вот в параллели были видеоролики, которые мы с удовольствием тоже смотрели и оценивали. Вот из всех работ, которые в этом году, мне хотелось бы выделить многие из них. Есть очень и очень интересные работы. То есть я хочу сказать, что вырос не только интерес, но и уровень научных исследований вот школьников. Поделитесь, пожалуйста, планами, чего вы ждете от нынешнего года и как, на ваш взгляд, будет меняться конференция «Шаг в будущее» в ближайшем будущем. Ну, я жду от этого года, конечно, перемен.
думаю, что вот эта вот беда, которая она по всему миру, она все равно закончится. Смотрю оптимистично на 2021 год. И кроме того, вот и стратегия развития Арктики указом президента была подписана. Там тоже наше научное направление, такие как морозостойкие материалы, которые мы разрабатываем, также входят вот в перечень направлений. Кроме того, вот программа фундаментальных исследований. А что касается, вот все больше и больше ребят откликаются вот на научные исследования. А наш университет, он всегда открыт. Мы говорим, что наш университет – это университет дружественный для молодежи, в том числе для школьников. А мы, конечно, сами заинтересованы в том, чтобы ребята занимались научной деятельностью уже с юных лет, выбирали правильно направление, куда они будут поступать, потому что это наши будущие студенты, это будущий набор, наши абитуриенты. И вот от этих юных я хотела бы увидеть, чтобы в будущем, конечно, уровень вот таких вот исследований прикладных, он бы увеличивался, потому что вот ребята правильно ориентируются очень хорошо в пространстве, в том числе и в нашем социально-экономическом. Вот были интересные работы по изучению состава воды реки Вилюй после как раз катастрофы. Очень интересные работы, связанные с медициной. Это изучение желчных камней. И вот когда вот такие вот работы новые, это новые направления для нашей секции появляются, то, конечно, мы радуемся. Их старшие советники, эксперты, друзья. Вот. И мы всегда открыты. У нас же в университете есть очень-очень много возможностей. И вот мне хотелось бы, чтобы в будущем ребята, которые вот занимаются научной деятельностью, они бы участвовали и в наших, так сказать, университетских центрах. Ведь у нас есть и Дом научной коллаборации, где проводятся вебинары, консультации для ребят и по науке, и по ЕГЭ, ОГЭ. В каждом подразделении научном, вернее, учебном подразделении имеются у нас и малые академии. Есть и центры, опять-таки, по привлечению школьников к научной деятельности. Кроме того, мы еще работаем очень плотно с учителями. Тоже через центр вот непрерывного образования организуем для них факультативы, организуем для них повышение, курсы повышения квалификаций. И всегда мы открыты. Все наши телефоны, все наши адреса знают абсолютно все. И муниципальные образовательные учреждения, и школы, лично учителя, с которыми вот мы непосредственно работаем. То есть в любой момент они могут обратиться к нам за консультацией. Спасибо. Айталина Алексеевна, спасибо за эту беседу. Благодарю, что ответили на наши вопросы. Всего вам самого доброго. Это была программа «Актуальное интервью», но конференции «Шаг в будущее» о том, какой интерес к науке проявляют современные школьники и какие интересные проекты представили. Мы спросили у доктора технических наук, профессора, академика Академии наук Якутии, председателя секции химические науки Айталины Хлопковой. Берегите себя, обязательно носите маски, дезинфицируйте руки и соблюдайте социальную дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.